Это «Вопрос с пристрастием» и Татьяна Боричевская. Добрый вечер. Политический бомонд активизируется, выборы на носу. А российские блогеры, в свою очередь, высказываются о своем отношении к депутатам. Приведу в пример одну цитату. Некто Иван написал: «Депутат не обязан нравиться всем. Главное, чтобы к нему можно было обратиться в том случае, когда другие помочь бессильны». Как оценивает свою роль депутата Белла Забровская, сейчас узнаем. В кресле гостя председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми. Белла Леонидовна Забровская родилась в Усть-Цильме. В 1971 году окончила Ленинградский институт советской торговли. Затем до 1992 года работала в системе торговли, от товароведа до заместителя гендиректора Сыктывкарского торгового объединения «Продтовары». С 1991 по 1995 депутат Сыктывкарского горсовета. До 2003 года руководила закрытым акционерным обществом «Ассорти», после чего оставила бизнес и уже второй срок работает на профессиональной основе в Госсовете Коми. Я нашла одно высказывание одного блогера российского, он неизвестный, просто молодой человек. Он рассуждал о депутатах, о своем отношении к ним, неважно, там, депутаты Госсовета, любого другого региона. Он сказал, что депутату он не должен нравиться всем. Вот как вы согласны с его утверждением? Особенно если депутат, болеющий за своих избирателей, за свой регион, который он представляет. Потому что эта работа неблагодарная, эта работа не всегда публичная. Понимаете? Ну это как вы, да, до 9 вечера на работе. Проблем иногда надо тратить годы. Вот как я сама по себе, второй созыв, считайте, 8-й год у меня заканчивается депутатской деятельности, да. И только сейчас я кое-что могу сказать, что вот что-то я решила. Потому что эта проблема накапливается десятками лет, и так просто их не решить. Да, в общем, не обязательно нравится всем, но главное делать. Конечно, что-то делать. Да. Вот заканчивается год, возможно, не самый легкий год. Вот по вашим оценкам, как мы пережили 2010? Я бы сказала, могли бы хуже, но получилось лучше. Ну, всегда лучше, да, надеяться на что-то более плохое. Вроде бы, кажется, и засуха. Но именно для республики он получился годом неплохим. Почему? Потому что бюджет мы за этот год, доходную часть свою увеличили довольно значительно. Мы вышли практически на докризисный период. Потому что 40 миллиардов – это, в общем-то, сумма очень хорошая. У нас не было такого даже докризисный период. Но тут не надо сбрасывать со счетов, конечно, помощь федерального центра. Но это тоже не всем дают. Мы заслужили, получается. Конечно, это определенная работа правительства республики с правительством федеральным. Причем по линии всех министерств и по линии всех уровней депутатов, я бы еще сказала. Вы уже сказали, что почти 8 лет законодатель. Да. Вы не устали? Ну, определенная, может быть, какая-то усталость накапливается, но усталость от работы. Вот я эту усталость приветствую, потому что она вызывает желание дальше работать. Ведь как иногда сходишь на лыжную прогулку за город, да, вот у нас за вокзал, пройдешь там 10-15 километров, и у тебя усталость. Вот это приятная усталость, когда ты понимаешь, что ты делаешь нужное дело. По крайней мере, может быть, не всегда это видно, я еще раз говорю, избирателям, да, но ты-то понимаешь, что это надо. Поэтому эта усталость хорошая. Самое главное, чтобы желание работать сохранялось. Оно есть, вот это важно. Вы как себя оцениваете, как успешного законодателя? Или все-таки есть и какие-то промахи? Ну, сложно себя считать успешным, потому что проблем слишком много. Вот. И еще раз я говорю, что проблемы невозможно решить за один какой-то год или за одно какое-то действие, за одну поездку в Государственную Думу. Вот хочу привести, например, еще когда я в 2003 году избиралась, да, ко мне было очень много обращений, и тогда как раз ситуация еще с невыплатой заработной платы, а тем более никто не рассматривал вопрос финансирования капремонта домов многоквартирных наших, подъезды все, дороги, дворовые территории, кровли текли. Вот такой вот огромный клубок проблем был. Кошмар, да, в коммуналке. Тогда, да, и мы тогда одно обращение за другим обращались в Государственную Думу, правительству, что невозможно ремонтировать эти дома силами жильцов, что необходима поддержка правительства федерального, необходимо какой-то фонд создавать. И это буквально мы, наверное, года 3 вот такие обращения, законодательные инициативы в Госдуму выходили. И буквально 4 года назад, да, был создан фонд реформирования ЖКХ, в результате чего мы подошли к программе капремонта многоквартирных домов,
выделены деньги из этого фонда, и мы начали ремонтировать эти дома. И я хочу сказать, что вот мы выходили и подключали тогда Северо-Запад, Ассоциацию северо-западных областных всех собраний, да, они нас тоже поддержали, Республику Коми. И в этом году уже Дмитрий Анатольевич, когда выступал, он сказал о том, что необходимо продлить действие этой программы. Вот как бальзам на душу, и тогда начинаешь понимать, что все-таки что-то ты в это внес. Вы также рассказывали о системе, которая исключает ошибки законодателей. Но чем тогда объяснить часто критическое отношение жителей республики к депутатам Госсовета? Я еще раз хочу сказать, что очень слабая информированность. И есть, к сожалению, так вот сложилось у нас, у нашего народа, я бы сказала, что они не всегда слышат. И, может быть, даже иногда не хотят слышать. Вот я даже часто встречаюсь со своими избирателями, выражают недовольство некоторыми депутатами. Я вполне допускаю, что ведь наше общество такое, такие депутаты. Это же представители нашего общества. Абсолютно. Есть плохие, хорошие, трудолюбивые, не очень, умные, неумные, никуда от этого не деться. И я всегда говорю, вот вы, у нас народ поддержит тех, кто критикует резко правительство. Ну вот так сложилось. Ну любят, да, у нас какой таких. Смелый, какой молодец, надо ж, какой умный. А дальше? А дальше надо работать методично, изо дня в день, изучать документы, смотреть, ага, вот здесь как слово, значит, а здесь можно вот так вот поправить, а здесь иначе. А тут надо сходить и поговорить. Может быть, они просто не до конца понимают проблему, не у всех хватает на это терпения. Вот. И не у всех депутатов, которые, может быть, работают, хватает, так сказать, умения высказывать свои мысли и доводить их, доносить до избирателей. Слушайте, это же отдельное искусство, да? Да, вы понимаете? И в результате получается так, что ну вот плохое видят, а хорошее не замечают. Недовольство это понятно, это объяснимо, вот что. Угу. А есть какая-то методика, которая позволяет замерить качество работы от каждого отдельного депутата? Как галочки, может быть, ставить? Ну, возможно, у специалистов, которые занимаются этими мониторингами, наверняка есть. Вот. Но вы таким не занимаетесь, да? Вот вы как председатель комитета? Да вы знаете, я привыкла работать просто. И конечно же, хочу сказать, что вот чисто вот я как председатель комитета, я вижу, как мне можно оценивать. Потому что по отношению, даже как работают на заседаниях комитета, появки на рабочие совещания. Ведь заседание комитета уже окончательное заседание сессии. Это окончательный уже вариант, когда практически решение уже принято. А вот когда законопроект внесен, и когда депутат приходит в комитет и задает по этому законопроекту вопросы, на рабочем совещании приходит, на встрече с главой, на встрече с министрами приходит и задает вопрос. Вот это важно. И когда он думает и какие-то законопроекты приносит по решению своих проблем, вот которые ему избиратели высказали. Вот это вот может быть как раз и критерии активности и деятельности депутата. А когда он пришел, извините, на сессию, ручку поднял, и потом я его больше не вижу в течение года, а есть и такие депутаты у нас, к сожалению, то это, извините, уже говорит само за себя. Ну вот, да, вы говорили о том, что наши люди немало информированы, и многие, да, складывают свои впечатления о работе депутатов. Вот, да, на сессии показали им по телевизору, да, ручки да, подняли, да. или там на кнопочку нажали. Где-то. И все. Черновой работы, так сказать, не видит никто. Да. В последнее время вы стали часто появляться на различных мероприятиях с молодым человеком, директором Цифрограда, Сергеем Артеевым. Вот чем он вас так? А вы знаете, у меня так по жизни получилось, что я и когда в бизнесе работала, то со мной всегда была молодежь. Может быть, это в свое время, когда еще пионер-вожатой была, да, я работала с детьми. Это сохранилось, и мне приятно работать с молодежью. Я считаю, что всегда вот этот, как сказать, когда работаешь в паре, человек, который обладает опытом, и человек, который еще пришел со свежим взглядом на жизнь, со свежим взглядом на решение проблем, вот оптимальный вариант получается. Я их где-то иногда приторможу, а они такие неожиданные решения предлагают. Вот и сейчас с Сергеем, да, мы столько таких каких-то новых проектов осуществляем, что мне просто интересно с ним. И вот такие люди должны появляться в Государственном Совете, потому что у них нетрадиционный подход к решению вопросов.
И у них огромная энергия, которую надо использовать на благо жителей республики. Чтобы они не только на свой бизнес работали, а еще на жителей республики работали. По ощущениям, есть силы участвовать в избирательной кампании еще одной Ну, а и почему быть бы избранной в нет? Госсовет? Я еще раз говорю, это То есть зависит это столько сил, от сил внутреннего отнимает. убеждения. Да? Вот. Если есть желание работать, то, наверное, его надо использовать. Вы знаете, я не привыкла сидеть дома, не в силу того, что я не умею готовить или не умею там шить и вязать, а просто привыкла всегда работать. Сын уже взрослый, мы вдвоем с мужем, так что надо работать на пользу людей. К сожалению, в течение недели я обычно очень интенсивно работаю, но один день я посвящаю себе с точки зрения, что прогулка на лыжах, поход в баню, обливание водой холодной с веником. Вот это все, я считаю, что одна из самых, наверное, лучших косметических процедур. То есть никаких особых рецептов, диет, может Особых быть? нет, да. Мне просто и времени не хватает на это, но... Ну и наверняка у вас есть какое-то любимое изречение, которому вы стараетесь следовать всю свою жизнь. Ой, вот я даже, честно говорю, и не знаю. Ну, раньше я, когда была пионеркой, то у меня были слова, которые вот я для себя как-то взяла за основу, что гореть, а не тлеть. Что в любом деле ты должен быть заинтересован, и его надо отстаивать, его надо, так сказать, зарабатывать даже. Главное не сгореть. Да. Гореть надо тоже умеючи. Да, хороший совет. Да. Белла Леонидовна, вам большое спасибо, что пришли, и с наступающим вас Новым годом. Взаимно и вам тоже. Сохраниться такой молодой, умной, красивой. Постараюсь, спасибо.